Неделю до дня голосования. Елена Горбунчик, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Сейчас настало время нашей традиционной рубрики «Неделя в столетии», посвященной предстоящему юбилею республики. Сегодня трагическая дата в жизни Татарстана – День памяти. 75 лет назад, 25 августа 1944 года, в Германии произошла казнь Мусы Джалиля и его соратников, которые вели подпольную работу против фашистов. По традиции, в этот день сотни людей пришли к Кремлю, к памятнику Джалилю и к 10 барельефам его товарищей, чтобы отдать дань памяти героям. Сложно поверить в то, что когда-то они все считались предателями Родины. Сборники Джалиля изымались из библиотек, запрещали указывать его авторство в песнях, заявляя, что слова народные. Родные не могли устроиться на работу и подвергались всяческим унижениям. Справедливость восторжествовала, но и 75 лет спустя в истории Великой Отечественной войны, в истории национальных легионов белых пятен не стало меньше. Тема эта остается болезненной до сих пор, и точки над «и» так и не поставлены. Даже в судьбе тех, чей героизм был подтвержден документально. Светлана Спирина продолжит. Здесь ничего не меняется, годы не властны. Все та же комната Мусы Джалиля, все тот же уникальный стол, где каждый шкафчик закрывается на отдельный ключ и где он обещал хранить все свои секреты. Именно отсюда Муса Джалилов ушел на фронт в свой долгий и сложный путь. Для такого формата, для такого статуса, все-таки музей-квартиры есть музей-квартиры, у нас достаточно много народу. В год мы пропускаем 10 тысяч человек. Музей-квартира Джалиля работает уже более 30 лет. Посетителей с каждым годом все больше. Экспозиция тоже расширяется. Отдельный стенд документальный. Война, легион Идель-Урал, антифашистская подпольная организация, казнь группы Курмашева-Джалиля. Для Назиры Фаттаховой этот стенд – своя личная боль. Отец также оказался в плену, после войны был репрессирован. Я тоже дитя тех, кто воевал. И мама, и папа прошли войну. Папа, к сожалению, уже в 1941-м оказался в плену. И каждый член семьи ждет вот этой реабилитации. Я добилась, чтобы вот к юбилею ему вручили этот документ. После этого папа жил всего лишь полгода. Как он ждал этого документа и какие вот его были глаза, когда он на руках держал вот этот документ. Я это никогда не забуду. Документы о смерти джалильцев оформлены с немецкой педантичностью до минут, до деталей, до девичьей фамилии супруги Джалиля. Именно они, благодаря доказательствам историков, моабитским тетрадям, станут документами о реабилитации героев. Сами немцы признали их государственными преступниками, что нанесли ущерб военной мощи Рейха. Это была не деятельность одиночек, а планомерная работа, руководили которой профессиональные разведчики, доказали историки. За что их казнили-то вообще? Как могли пленных казнить на гильотине? Это самая, извиняюсь, почетная казнь. Даже генералов, которые участвовали в покушении на Гитлера, и то просто вешали на рояльной струне. Генералов. А тут на гильотине. Это особо опасные государственные преступники. Так что вот о чем нужно рассказывать около этого памятника и туристам, и нашим жителям Татарстана. Дата казни 25 августа 1944 года была выбрана совсем не случайно, ведь группа Курмашева-Джалиля после приговора ждала ее исполнения почти полгода. Михаил Черепанов связывает это с двумя событиями в военной истории. 20 июля 1944 было совершено покушение на Гитлера в рамках плана «Валькирия», а 15 августа 1944 фюрера ждал провал во Франции. Высадились союзники на юге Франции и пошли с такой скоростью на Париж, что, собственно говоря, только вот ограничение было только скорость танков. То есть никто нигде ни разу сопротивления не оказал. Хотя по его расчетам там должны были стоять настоящие легионы вермахта. Грузины, армяне, татары. Выяснилось, что успех союзников не случайный. Все началось с подпольщиков легиона Идель-Урал. 11 человек из группы антифашистов, Курмашев и 10 других уже были к этому времени арестованы и осуждены. Осталось только назначить день казни. До войны бабушка была вынуждена заниматься, обстирывала соседей, чтобы хоть как-то прокормиться. Был сложный период, конечно. И 2 детей было вырастить ей очень сложно.
Внук Абдуллы Алиша Тимур вспоминает тяжелый период для семьи. Мустат Джалиль и Абдулла Алиш находились в розыске как особо опасные преступники, предатели Родины. И каким долгим был путь к справедливости. В 2004 году Тимур Алишев был в Берлине. Получил в архиве документы о смерти деда, посетил место казни. Кто-то любит ходить на митинги, на какие-то встречи. Слава богу, их много проводится. Там читают стихи, воспоминаниями делятся. Я просто схожу на площадь со своим сыном, постоим возле барельефа. Вот так у меня происходит. Группа Курмаша Джалиля была лишь одним из звеньев мощной цепи антифашистского сопротивления. Сегодня это подтверждает Михаил Черепанов. Их дело продолжил Амир Утяшев. И именно он, как было доказано, стал организатором перехода легионеров Идель-Урал на сторону партизан Польши, Франции, а впоследствии на сторону союзных войск, десантированных в Южной Франции 15 августа 1944-го. А 11 августа 118 бойцов отряда Амира Утяшева освободили города Баин, Соги, Ле-Пюи, Алегро и Монтан от фашистов. Утяшев – это еще одно доказательство того, что это была хорошо организованная группа профессиональных разведчиков, которые не только стихи писали и не только распространяли Софинформбюро в листовках, а реально получили результат. Причем капитальный результат, который сработал очень эффективно. Я напоминаю, за год до победы, за год. Мы еще только на границу выходили на свою. А они уже помогли Францию освободить. Житель Арска Амир Утяшев попал в плен в 1942 году, но смог за год до победы организовать в глубоком тылу фашистов из солдат в форме вермахта первый советский полк во Франции. Стал капитаном французского сопротивления, награжден военным крестом. После войны ему предложили французское гражданство, службу в Алжире и звание полковника. Но Амиров вернулся на родину. Здесь он был арестован как соучастник предателя Мусты Джалили и приговорен к расстрелу. Затем наказание заменили на 25 лет тюрьмы. Освободили его по амнистии в 1955-м. До конца жизни он боролся за реабилитацию своих соратников из Идель-Урал, сражавшихся против немцев. В 1990 году Франция пригласила Утяшева в гости как национального героя и с 1995 года начала выплачивать ему пенсию. К сожалению, Утяшев не получил признания на родине, и нам хотелось привлечь внимание россиян к тому, что сделали татары для освобождения города Бен, когда примкнули к французским партизанам и сражались на их стороне. Мы благодарны этому народу за то, что его сыны погибали за нашу свободу. А уж не говоря о характеристике, которую ему дал французский капитан Запальский, отряд Утяшева был примером для французских партизан. И перешли не только татары, что самое главное, перешли и армяне, и грузины, и создали первый советский полк во Франции. Амир Утяшев был реабилитирован в 1962 году. На сайте «Память народа» Министерства обороны страны мы нашли вот такую информацию о нем. В 1985-м награжден орденом Отечественной войны второй степени. И тут же в картотеке «Легионер», в скобках «Предатель». Недосмотр, техническая ошибка или... Можно ли ставить знак равенства между легионером и предателем? Тех же доказательств, что легионеры Идель-Урала участвовали в карательных операциях, нет. Фильм «Война непрощенных», киноисследование о легионе Идель-Урал в свое время взял и награды кинофестиваля и вызвал серьезную дискуссию. Эту страницу военной истории сложно привести к общему знаменателю, разделить только на черное и белое, обобщить и оправдать всех, но знать и узнать дорогу каждого необходимо. Судьба 8 тысяч человек в Татарстане неизвестна. Свой путь почти 75 лет спустя так и не закончил лейтенант Низамиев. В составе 827-го батальона он освобождал город Ле-Пюи, не реабилитирован. Светлана Спирина, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней. Его